Что Кыргызстан и Россия значат друг для друга? В дипломатии первая зарубежная поездка новоизбранного главы государства говорит о многом. На сегодня внешнеполитические ведомства двух стран прорабатывают этот вопрос. На днях будет известна точная дата. В своей инаугурационной речи президент Садыр Джапаров отметил, что укрепление отношений со стратегическими партнерами станет приоритетом для руководства страны. Список таких партнеров который год возглавляет Россия. 70 лет в составе Советского Союза. Кыргызстан и Россия вместе пережили взлеты и падения. На сегодня они стратегические партнеры и союзники. После развала СССР дипломатические отношения между Кыргызстаном и Россией были установлены 20 марта 1992 года. Договорную правовую базу составляет более 160 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Эти документы остались не только на бумаге. Как говорится, друг познается в беде. Российская помощь была как нельзя кстати во время первой волны пандемии коронавируса. Стоит отметить, что Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Кыргызстана. Объем взаимной торговли приближается к 2 миллиардам долларов США. Мы не только в сфере политики, экономики поддерживаем друг друга, но и культура и плюс история. Например, мы целиком и полностью поддерживаем инициативы Российской Федерации по недопущению героизации фашизма, по ревизии итогов Второй мировой войны. Мы как страна, которая в составе СССР внесла огромный вклад в победу над фашизмом. Страны активно сотрудничают в рамках интеграционных объединений. В России трудятся, живут и учатся, по официальным данным, более 750 тысяч кыргызстанцев. У них, как у трудящихся Евразийского экономического союза, имеются такие же права, как у россиян. А с начала этого года решился вопрос и с пенсионным обеспечением. Я думаю, основное все-таки преимущество ваших граждан то, что им не надо патент оформлять. И потом, опять же, те, кто по патенту, они же продляют, опять же, миграционный учет на срок оплаты патента. То есть он оплатил 3 месяца, продлил, через 3 месяца опять оплатил, продлил. Вот он бегает все с этими мошенниками, постоянно вот эта вся ситуация. А ваш это в этом смысле гораздо более комфортных условиях, скажем так. Исходя из того, что очень много наших трудовых мигрантов здесь, это отражает наши отношения, взаимоотношения, российско-кыргызские отношения, потому что руководство России очень позитивно относится, тоже вместе с нашим народом переживает все наши невзгоды, все наши все происходящие события. Народы двух стран ментально близки друг к другу. Москвич Леонид Речицкий знает о Кыргызстане не понаслышке. В советские годы он проводил там социологические опросы. Но мне понравилось то, что там началось как раз движение, не только к самостоятельности, а желание построить свое общество по своим, соблюдая традиции, и вписываясь в общую семью, вообще в этот новый глобальный мир, не порывая совсем с Россией. Нельзя не отметить роль Российско-Кыргызского фонда развития. Благодаря его кредитам по всей республике строятся заводы и фабрики, создаются рабочие места. А то, что Россия впервые за последние 13 лет на пространстве СНГ проводит перекрестный год с Кыргызстаном, тоже говорит о многом. К сожалению, пандемия помешала провести все запланированные мероприятия. Стороны намерены продолжить их в текущем году. Мирбек Мулдаконов, Асхар Уланулу, Алату 24, город Москва.